Доброе утро, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 и НВК Саха в эфире «Утро Якутии». Этот утренний эфир для вас проведем мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Мы сегодня приветствуем всех телезрителей и поздравляем с окончанием рабочей недели. Работали недолго, всего 4 дня, но с такой радостной и замечательной погодой, мне кажется, все равно хочется побыстрее уже выходных, чтобы выехать на речку, возможно, сходить в лес, в общем, порадоваться солнечным денькам. Согласен. Да, на календаре сегодня 18 июня, пятница, и сегодня мы побываем в гостях у шеф-повара семейного кафе «Карлсон», позавтракаем вкусными панкейками, расскажем, как правильно ухаживать за питомцем, если у вас не один енот, а целых 2. Рубрика «Музейный гид» расскажет о мистической картине художника Осипова, а также насладимся пением народного ансамбля «Потеха» из города Алекминска. Ну и помимо всего этого, Руслан, у нас, конечно же, будут интересные гости. Во-первых, мы познакомимся с нашим специалистом агентства субсидий и узнаем, как же можно дистанционно оформить субсидии. И накануне Дня медицинского работника мы узнаем о рабочих буднях алданских врачей и побеседуем с главным врачом Якутской городской клинической больницы. Ну и, конечно же, в конце, как уже по традиции, мы побежим на крышу, потому что там у нас будет пятничное выступление музыки, живой музыки прямо у нас на крыше. Ну и также мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и для ваших поздравлений, если хотите поздравить кого-то со знаменательной датой, сегодня у нас работает WhatsApp номер 8 914 273 44 88, также имеется Instagram «Утро Якутии». Ну а это бодрое утро мы начинаем с прогноза погоды. В центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила плюс 16, плюс 17 градусов. В заречной группе Улусов 11-19 градусов выше 0. В южных районах 11-12 градусов. В Вилюйской группе 13-18 градусов со знаком плюс. В Нижнеленских плюс 19. В западных 14-19 градусов тепла. В Колымын-Дигирской группе Улусов плюс 2, плюс 14. В Янских 14-18 выше 0. На северо-западе 6-19. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 25, плюс 27 градусов. Ну а теперь самое время перейти к самым актуальным новостям. В этом нам поможет наш новостной обозреватель Влад Давыдов. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Это Влад Давыдов с обзором утренних новостей. Филиалы теплоэнергосервиса проводят испытания сети отопления и горячего водоснабжения на прочность и плотность в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком. Так, в Вилюйском филиале испытания и промывку прошли 79 километров сетей. Также на этих участках провели дезинфекцию. В Алданском филиале 15 километров сетей. Ваймиконский филиал почти завершил работу. Выполнил гидравлические испытания и промывку 69 километров сетей. Сейчас ведут там дезинфекцию. Ну а специалисты Усть-Майского филиала также завершили работы на 10 километрах из запланированных 35 километров. Порядка 2 миллионов мальков сибирской ряпушки выпустили в реку Анабар. Сбор икры проводили в сентябре минувшего года на реке Яне. Инкубация икры продлилась до мая. Всего в этом году, считая это зарыбление, в реке Якутии было выпущено более 7 миллионов личинок ряпушки, из них большая часть в Вилюй и Лену. Об этом рассказал гендиректор Чернышевского рыбного завода Василий Черепанов. Отмечается, что масштабное зарыбление Анабара проводится впервые за последние 2 десятилетия. В нашем Анабарском районе в исполнении поручения главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева мы начинаем зарыбление реки Анабар и будем планомерно уже с участием Министерства экологии тоже заниматься этим видом деятельности на нашей территории. В планах у нас зарыбление тундровых озер, это конкретно Чира касается.
Из-за роста больных COVID-19 усилился контроль за соблюдением мер безопасности медицинским персоналом. По словам врачей-эпидемиологов, весь персонал медучреждений ежемесячно проходит обучение. Считается, что сегодня благодаря такой работе пандемия коронавируса держится на контроле. Буквально на следующей неделе весь персонал Якутской республиканской клинической больницы будет сдавать зачет по итогам прохождения такого обучения. Мы знакомим наших сотрудников с санитарным законодательством, со всеми правилами и нормами по СанПин. А также проводим обучение персонала. Как раз на следующей неделе у нас ожидается большой зачет. Он проходит в форме индивидуальной беседы, ситуационных задач. И это отличная возможность отследить качество усвоенного материала. Таковы новости. К этому часу передаю слово коллегам. Давайте бодро завершим эту рабочую неделю, и в этом нам поможет наша утренняя гимнастика. Здравствуйте, меня зовут Павлова Евгения, я старший тренер клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы покажем вам разминку, а вы сможете повторить ее дома. В этом нам помогут воспитанницы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем. Приготовились. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны головы. Можно вперед. И раз, назад 2. В сторону 3 и 4. И вперед 5 и 6. И 7 и 8. Круговые. Раз, 2, 3, 4. В другую сторону. И 5 и 6 и 7 и 8. Хорошо. Плечи. И раз, круговые 2 и 3 и 4, другая 5 и 6 и 7 и 8, 2, раз и 2 и 3 и 4 и 5, 6 и 7 и 8. Хорошо. Волны к себе можно. И раз, и 2, и 3, пластичнее 4, еще 5, и 6, и 7, и 8, наклон вперед, и раз, прогнулись назад, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, пружинка. Готовы, ручки в замок. Можно и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мельница, и раз, и 2, и 3, ручки тянем, 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, выросли, 3, 4, ножки вытянули, ручки поставили сзади, лопатки собрали, подбородок выше, ножки на себя натянули, раз, стопочки пошли, 2, вперед, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Держим на себя стопочки, раз, 2, пяточки отрываем от пола, 4, 5, стараемся, 6 и 7, натянули стопочки, 8. Хорошо, волны, ручки в стороны, готовы. И раз, в складочку, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Сложили складочку. Расслабляем под коленкой на правую ножку. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Сидим раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сошли, 8, другая ножка, 3, переход, 4, и раз, 2, 3, 4 на расслабление, 5, 6 расслабляемся, 7, 8, встали, 3, 4. Делайте эти упражнения по мере своих возможностей, они вам помогут взбодриться и поднимут вам настроение. Спасибо. Замечательная зарядка, классные девочки, да, умнички. Ну что, Руслан, а у нас впереди целых 3 дня выходных. Ну, я думаю, что такое большое количество выходных позволит более расслабленно готовить завтрак, будет больше времени. И именно такой, один из таких неспешных рецептов для вас подготовил наш повар в рубрике «Полезный завтрак».
Всем доброе утро. Меня зовут Вероника, я являюсь управляющим семейного кафе «Карлсон». Также я мама четырех деток. Сегодня я хочу с вами приготовить панкейки. Это те же самые оладьи, как мы привыкли готовить по утрам, ну и не только, но немножко другая рецептура, и жарим мы в основном их без масла. Вот в миске я замешала сначала сухие ингредиенты: 200 грамм муки, 20 грамм разрыхлителя и 50 грамм сахара. Сначала сухие ингредиенты смешиваем, потом добавляем 300 миллилитров молока и одно яйцо. Можно ванилин для вкуса. Вот такая консистенция у нас получается, как на оладьи, такая густота. Что было интересно деткам их подать, мы с дочкой, с младшей своей, нашли в интернете вот такой рецепт. Мы переливаем в такую бутылочку, она продается во всех хозяйственных магазинах. Вот сюда мы налили тесто, перелила, я уже налила, да, на сковороде, которую только лишь смазываем слегка маслом, то есть воды, чтобы они не были жирными. Выпекаем их где-то на температуре, ну, на среднем, чуть ниже среднего, смотря у кого какая печь. Вот такие у нас малышки получились. С каждой стороны по 2 минуты примерно, пока они пойдут вот такие пузырьки. И будем переворачивать на другую сторону. И также пару минут с другой стороны. Вот такие малышки у нас получились. Выкладываем на тарелочку. Можно подать, ну, с чем вам больше нравится. Да? Я сегодня взяла сметану и сгущенку, в равных пропорциях смешала. Здесь 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые сгущенки и немножко ванилина я добавила. То есть получается как крем. И это получится как пирожное больше, наверное. Можно просто полить, да, как-то, как вам больше нравится. И если есть какая-то ягода дома, ну вот у меня клубника есть, ну, может быть, голубика, может быть, брусника, можно и без ягоды, в принципе, да, сверху, чтобы это было красиво, ну и ярко, просто. На самом деле все быстро и просто, ну и как бы деткам нравится. Ну и можно вот веточку мяты. Всем приятного аппетита, всего доброго. Ну что, понравился тебе рецепт? Да, достаточно хороший, надо будет попробовать как-то. Самое главное, просто, да? Просто и быстренько. Действительно. Ну, и мы верим в то, что это очень вкусно. Можно просто попробовать, да? Отлично. Ну что, Руслан, когда-нибудь ты проводил экскурсии для, допустим, своих родителей или близких именно по тому месту, где ты работаешь? Нет, но я думаю, это достаточно интересная идея. Действительно, у меня вот буквально вчера был такой опыт. Я проводила экскурсию здесь по национальной вещательной компании «Сахар» для девочки, которая мечтала стать телеведущей. Мы вчера взяли ее на съемочный процесс, съездили, отсняли с ней вместе эфир, а затем прошли здесь. И самая главная оценка ее была: а можно я завтра с вами тоже поеду? Ну, то есть человеку очень понравилось, и она реально мечтает стать телеведущей. Вот так. Да, действительно. Ну, а Алексей Донсков, начальник второго производства компании «Якутцемент», решил провести экскурсию по заводу для своих родителей, которые тоже там работали, но ушли на пенсию еще в 90-х годах. Ну, я думаю, что уверен на 100%, что родители были очень довольны экскурсией. Ну, а мы об этом поподробнее узнаем из сюжета Виолетты Засимовой. В 1972 году в поселок Максоголох прибыла группа вчерашних студентов из Новосибирской области работать в только что открывшийся цементный завод. Им обещали вакансии ведущих специалистов, но пока добирались до якутского поселка, эти вакантные места уже заняли. Среди этих студентов была Наталья Донскова в девичестве Шпунтова. Нас вызывали на ведущие профессии, а так получилось, что мы стали помощниками. Ну а потом все, стала машинистом цементных мельниц.
Через некоторое время Наталья знакомится с местным парнем Александром. Они создают семью, рождается сын Алексей. Карьера главы семьи Александра в Якутцементе началась в 1974 году с должности дежурного электрика. Через 8 лет он становится машинистом вращающихся печей. С этой должности старший Донсков и ушел на пенсию в середине 90-х. Его жена Наталья 2 годами ранее. В это же время на работу в цементный завод поступает работать их сын Алексей. На завод я пришел в 93-м году, устроился в цемремонт, отработал там, потом перешел на второе производство электриком, стал дежурным электриком. После этого попал на обучение, отучился, стал машинистом печей, там работал машинистом печей. После этого поступил в институт, институт закончил, стал мастером. Ну и так карьерная лестница пошла в гору. Уже лет 10 Алексей Донсков возглавляет производство номер 2. Под его началом трудятся 125 человек. Он и его работники контролируют работу 3 вращающихся печей. Первые 2 печи старшие Донскова уже видели и даже работали с ними. Но вот 3-ю печь, которую ввели в строй в 2016 году, им еще не удавалось увидеть воочию. Александр, как машинист со стажем, не мог не заглянуть в кабину машиниста. Здесь его встретила недружелюбная, на первый взгляд, автоматика. Сын сразу принялся объяснять, что к чему. Это вот элеватор показан, транспортеры, которые работают. Ну, автоматизировано все вот это вот, конечно, для меня это все новость. А остальное это, ну, в принципе, она такая же печка, как та. У нее узлы все эти точно такие же, как там, только она диаметром больше и длиной. Это. Ну и вот сейчас вот переводят они ее на полусухой способ. Это тоже для меня, ну, новое, как бы сказать. Мы не работали там по такому способу. Ой, я долго к этому готовился. Я их долго сюда не вез, не показывал ничего. Ну, они просились? Они давно просились, отец особенно давно просился. Ну, вот как-то привез. Помимо 3-й печи, Донсковы также увидели новую сепараторную мельницу, заглянули в шламовый бассейн и другие производственные объекты завода. В следующий раз ветеранов производства уже ждет встреча с бывшими коллегами на юбилейных мероприятиях в честь 50-летия Якутцемента. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации за капремонт остаются одним из самых эффективных государственных мер поддержки населения. Как ими воспользоваться? Кому может быть отказано в получении субсидий и как подать все необходимые документы в дистанционном формате? Об этом и о многом другом мы поговорим с заместителем начальника отдела по работе с физическими лицами агентства субсидий Аленой Матвеевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Алена. Расскажите, пожалуйста, какие же услуги предоставляют населению агентство субсидий? Наше учреждение предоставляет 2 государственные услуги. Это субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация расходов на оплату взносов на квартирном доме для отдельных категорий граждан. Субсидии на оплату коммунальных платежей является одной из основных. Как кто может претендовать на получение субсидий и сколько процентов жителей в Якутии получают их? Ну, право на субсидии имеют следующие лица, можно сказать. Это собственники жилых помещений, то есть когда человек покупает квартиру и идет ее регистрирует в Росреестре, у него уже возникает право на предоставление субсидий. Следующее право возникает у нанимателей государственного и муниципального жилого фонда. Это те граждане, которые проживают по договорам социального найма. Следующее право возникает у жилищного кооператива, а также у нанимателей частного жилого фонда. Это те граждане, которые проживают по договорам найма. Вот так вот, да? А всего, получается, за 2020 год было получено 17 925 семей. Это порядка 5% от общего количества семей, что составило по переписи 2010 года где-то 330 тысяч семей по республике. Вот так. Но есть же определенные критерии. Не каждая семья, которая приобрела квартиру, может подать
заявление на субсидию? То есть есть же какие-то определенные ограничения? Ну да, совершенно верно. Есть условия предоставления субсидий. Первое условие – это должно быть основание проживания в этом жилом помещении. То есть у человека должен быть документ, подтверждающий, что он в этом квартире или в частном доме проживает. Для собственников это является выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Для нанимателей это может быть договор социального найма или договор найма. Следующее условие – это получается обязательно постоянная регистрация по данному жилому помещению, по которому человек обращается за субсидией. Следующее условие – это обязательно отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги, либо если есть задолженность, то должно быть соглашение о реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги. И, конечно же, обязательное условие – это если расходы за жилищно-коммунальные услуги превышает 15% от совокупного дохода семьи. Вот, это самый главный пункт, да? То есть все-таки должна быть такой обязательный пункт, да, с соотношением доходов, да, семьи. Да, обязательно в расчете субсидий учитывается совокупный доход. Здесь важно понимать, что при расчете субсидий учитываются все постоянно зарегистрированные лица по данному адресу. А вот компенсация за капитальный ремонт, кому она предоставляется? Компенсация предоставляется также собственникам на квартиры, получается. Они также должны быть постоянно зарегистрированы по данному адресу. Отдельным категориям относятся одиноко неработающие граждане свыше 70 лет. Для тех граждан, которые свыше 70 лет, компенсация предоставляется в размере 50%, а свыше 80 лет компенсация предоставляется в размере 100%. Здесь важно учитывать, что человек, гражданин, который является собственником, не работает, живет в многоквартирном доме, он сначала должен нести расходы, то есть оплачивать взнос на капитальный ремонт. После того, как он оплачивает, он же приходит к нам и просит компенсацию. А в каких случаях происходят те самые отказы от предоставления субсидий? Ну вот, как мы уже проговорили, условия предоставления субсидий, если человек не соответствует этим условиям, то он, соответственно, получает отказ. То есть это отсутствие постоянной регистрации, это отсутствие оснований проживания в этом жилом доме, это также может быть наличие задолженности. Бывает такое, что, допустим, прописаны бабушка с дедушкой, например, и прописан там внук или кто-то, допустим. По факту проживает только 2 человека и думают, что вот в учет не войдет тот человек, который также постоянно зарегистрирован. С учетом доходом, допустим, этого ребенка, там, получается, при расчете дохода этого ребенка учитываются доходы родителей. Поэтому может так получиться, что вообще в расчете совокупного дохода семьи у этой семьи доходы позволяют оплачивать за жилищно-коммунальные услуги. Бывает такое также, допустим, квартира большая, 64 квадрата, соответственно, расходы большие, порядка там 7-8 тысяч. Но из-за того, что там прописан 1 человек, социальная норма площади для одного человека у нас составляет по республике 33 квадратных метра. Соответственно, субсидия будет рассчитана на 33 квадратных метра. А на 33 есть такие нюансы, да? Да, нюансы есть обязательно, да. Самим не разобраться, мне кажется, проще обратиться к вам в агентство и все расскажет, правильно? Да, конечно. Ну вот, кстати, вот у нас всех, конечно, затронули пандемийные меры, да? А как изменилась работа агентства в это время? Ну, соответственно, в прошлом году мы приостановили очный прием граждан, и в апреле 2020 года у нас внеслись изменения в порядок предоставления компенсаций для наших пожилых граждан. Получается, если ранее они, допустим, раз в год, раз в квартал, раз в месяц подавали заявление, в порядок внесено изменение, то, что они заявление подают единожды. То есть, если ранее человек уже обращался за компенсацией, повторного подачи заявления уже не требуется. Вот так вот, да? Да. Ну, видите, есть свои плюсы, да, все-таки вот от такой дистанционной работы. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы благодарим вас. И, конечно же, всего хорошего вам в вашем нелегком деле. И спасибо, что помогаете все-таки гражданам России вот так вот быть грамотными, да, подкованными в этом деле. Да, спасибо вам. И, воспользуясь случаем, я хотела бы довести до граждан в связи с тем, что у нас вот автоматическое продление субсидий уже закончилось.
Просим граждан обратиться на переоформление субсидий путем портала Е-Якутия. Это портал государственных муниципальных услуг, где вы можете электронно, сидя из дома, подать документы, а также по предварительной записи в офисах «Мои документы». Спасибо большое. Спасибо. Руслан, а ты знал, что сегодня отмечается Международный день паники? Ну, кстати, да, действительно, но это больше связано не с самой паникой, да, так как это достаточно такая негативная тема, то есть никто, паникеры сегодня ничего не празднует. Это больше связано с таким, как сказать, с психологическим тренингом. Вот. Ну а мы двигаемся дальше. Вот вторгаться, творить, изменять. Активная творческая жизненная позиция художника Афанасия Осипова воплощается в живописи и восприятии действительности. Предлагаем вам погрузиться в диалог художника с вершинами гор и грандиозностью мироздания. Его работа в ауре космоса встречает каждого гостя Национального художественного музея. И с ней нас познакомит наша рубрика «Музейный гид». Космос с древнегреческого означает «вселенная», «мир». Постоянную экспозицию Национального художественного музея украшает картина якутского художника-живописца, народного художника СССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени Репина, академика Афанасия Осипова. Эта картина встречает всех посетителей музея, ее невозможно пропустить. Она погружает всех в атмосферу загадочного мира художника, звезды якутского изобразительного искусства. Эту картину художник написал в 2001 году и дал ей очень красивое, фантастическое название «В ауре космоса». Поражает такой пространственный эпический размах картины. Она наполнена воздухом, свежестью, светом. Художник, словно превратившись в птицу, парит над землей, осматривая якутские дали. Стройные, величественные заснеженные хребты гор, узкие извилистые рукава реки, осенняя якутская тайга светится золотом под лучами встающего яркого солнца. Внутренняя духовная сила подсказала ему этот взгляд. Пространство картины наполнено воздухом. Солнечный диск с золотым кругом, символ гармонии, мироздания, притягивает в свою орбиту, одаривает теплом. Художник сам космос. Он разговаривает с миром на языке изобразительного искусства. Он делает мир сияющим, наполненным светом, поэзией, любовью к родине. Я сын дерзновенный, холодного снежного края, где все и промерзло, и злыми ветрами продуто. Я руки тяну к восходящему солнцу, и тундру, и дебри, и кручи, влюбленной душой обнимая. В Ленинградском зоопарке на свет появился очаровательный детеныш японских макак, самых северных обезьян в мире. По традиции, сотрудники зоопарка предложили посетителям поучаствовать в выборе имени. В этот раз они получили более 600 разных предложений, среди которых было очень много замечательных имен. К примеру, Дэйчи, Хару, Такео и другие. После долгих раздумий сотрудники решили назвать малыша Кайко. Сейчас малыш очень активен, его можно рассмотреть со всех сторон. Посетителей в Ленинградском зоопарке около вольера с японскими макаками много, ведь они с удовольствием наблюдают, как мама гуляет со своим малышом, бережно его обнимая. А знал ли ты, Руслан, что еноты – это дальние родственники медвежат, медведей? Знал ли? Просто как-то, когда представляешь себе енота, хочется сказать медвежонка, как бы по размерам. Ну да. Ну, кстати, действительно, можно провести какую-то аналогию. Да. И более того, самка енота кормит детеныша 24 раза в день. Ну, а в нашем следующем сюжете мы познакомимся с этими созданиями поближе. Доброе утро. Сегодня мы поговорим о енотах-полоскунах. У нас в зоопарке есть два енота. Это Миша и Боня. Они довольно-таки дружелюбные, их можно покормить. Они очень забавно лапками берут еду. Если заводить енота дома, то вы должны понимать, что вы не будете ему хозяином. Он скорее будет вам другом, но енот делает то, что захочет. Поэтому, если содержать енота дома, то надо ему отдельную клетку, отдельное помещение. У некоторых людей
Я знаю, что есть летнее помещение, зимнее для енота. Это очень забавные зверьки, они любят играться, они очень мило могут сидеть, любят полоскать что-нибудь. Всегда у них можно поставить тазик, они могут схватить телефон, могут взять часы, ключи, все нести, полоскать в воде начинать. Они очень любят хулиганить еще, могут подрать обои, погрызть что-нибудь. Еноты, они по своей природе, они всеядны. Зачастую тоже можно встретить кадры, как они могут шариться в помойке, на мусорке где-нибудь, в странах, где они водятся, это в Америке в основном. Дома их можно кормить тоже всем чем угодно. Некоторые еноты любят мясо, некоторые фрукты. Больше всего не любят фрукты, особенно виноград, ну что-нибудь сладенькое. Многие люди могут купиться на их очень милый внешний вид. Я сам знаю, многие люди тоже спрашивают, где купить енота, многие хотят его завести. Но это дикое животное, с ним довольно-таки сложно будет, это экзотическое животное. За ним надо смотреть как за ребенком, наверное, много времени уделять воспитанию, играм, потому что иначе он может озвереть, быть диким, кусаться. Так что содержать енота – это тоже довольно-таки нелегко. На этом все. Спасибо за внимание. Что, у тебя появилось после этого сюжета желание завести дома енота? Ну нет, не совсем. Не совсем, да? Да, все-таки. Руслан, но у нас совсем скоро будет выступление на крыше, и мы знаем, что там идут подготовки. Давай попробуем подглядеть немножко, как там все происходит. Вот смотри, репетирует. Михаил Кычкин, да, которого мы услышим буквально через несколько минут. Сейчас идет репетиция. Все это происходит в прямом эфире на крыше НВК «Саха». Поэтому ни в коем случае не переключайтесь, оставайтесь с нами, и мы обязательно зарядим вас энергией живой музыки, но это будет чуть-чуть позже. Да, ну а сейчас выпуск новостей. Смотрим. Еще раз приветствую, коллеги. Доброе утро, телезрители. Это новости к этому часу в студии Влад Давыдов. Студенты и незанятая молодежь помогут при тушении лесных пожаров в республике. Продолжается набор бойцов в противопожарный отряд «Прометей». Ребят будут направлять в отряды быстрого реагирования и для усиления. Для тушения действующих очагов пожара бойцы помогут провести минерализованную полосу, также уберут сухостой. В специальный отряд всего отберут 50 человек, но в зависимости от пожарной ситуации количество бойцов может увеличиться. Добровольцы могут подать заявку по электронной почте в региональное отделение Всероссийской организации студенческих отрядов. У нас требования с 18+, ну, и иметь желание, и вот желательно, чтобы это были студенты очной формы обучения, но мы также можем здесь трудоустроить и нерабочую молодежь. Вот. А по заработной плате, то есть у заработной платы есть два источника, например, сезонных рабочих, да, в режиме ожидания, это из регионального бюджета, там заработная плата пойдет сразу после работы. Получается, в каждом районе есть районные филиалы ГАО «Россия Якутлесресурс», от них идет общая координация по пожаротушению. Проживание будут предоставлять вот именно администрации районных наслегов, где происходит, да, вот именно пожаротушение. Вот. По питанию также. Отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. День призван привлечь внимание общества к проблемам экологии, которые приводят к изменениям климата, экстремальной погоде и засухам. Как известно, наш регион имеет резко континентальный климат, и это пагубно влияет на экологию региона. Так, народные синоптики этим летом обещают жаркое и засушливое лето, но несмотря на это в ряде районов республики ожидаются сильные ветра, ливни с градом, сухие грозы, из-за которых также возможно возникновение лесных пожаров, что тоже приводит к засухам. До конца этого месяца специалисты гидрометцентра прогнозируют на большей части республики умеренные теплые дни без сильных осадков. В ближайшие сутки с выходом фронтального раздела уже китайского циклона в Алданском и Еренгринском районах ожидаются ливни и грозы. В западных и юго-западных районах республики сохранится неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории установилась сухая жаркая погода. В выходные дни будет интенсивно воздух прогреваться. Температура преодолеет 30-градусную отметку.
А сухая жаркая погода сохранится и на следующей неделе. Таковы новости к этому часу. Будьте в курсе вместе с нами. Передаю слово коллегам. Руслан, а знал ли ты, что 132 года назад была запатентована первая детская коляска? Слушай, нет, но достаточно интересно. Да, вот такой вроде бы факт, но незначительный, но никогда не задумываешься, когда была запатентована коляска. Действительно, интересно, получает ли свои гонорары этот человек. Ну нет, он-то, конечно, нет, но, может быть, даже его дальние родственники. Но какие еще даты и события, да, связаны с сегодняшним днем? Давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. 18 июня – День устойчивой гастрономии, Международный день паники и День службы военных сообщений Вооруженных сил России. По народному календарю считалось, что если утром 18 июня выполоть все сорняки, то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле. 18 июня 1815 года английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. 18 июня 1889 года американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. В этот день в 1932 году создана Международная федерация баскетбольных ассоциаций ФИБА. В ее первый состав вошли 8 стран. 18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Протяженность перелета составила 9130 километров и продолжался он 63 часа 16 минут. Члены экипажа – советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков. 18 июня 1812 года родился Иван Гончаров, русский писатель. В этот день в 1874 году родился Владимир Образцов, российский и советский ученый в области транспорта, академик. 18 июня 1935 года родился Юрий Соломин, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, общественный деятель. 18 июня 1942 года родился Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы «Битлз». 18 июня 1976 года родился Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий, актер и певец. Именины в этот день празднуют Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор. Совсем скоро мы будем отмечать замечательный праздник – День медицинского работника. Да, и большинство медицинских коллективов отличаются стабильностью, ведь случайные люди в этой профессии – редкость. А в Алданском районе на страже здоровья жителей стоят более 1000 врачей, фельдшеров и медсестер. Многие отдали медицине не один десяток лет. Ветераны щедро делятся опытом с молодыми сотрудниками. С наступающим профессиональным праздником медработников поздравят наши алданские коллеги. Медицина идет вперед семимильными шагами. Совершенствуется лечебно-профилактический процесс, внедряются в практику новые виды высокотехнологичной помощи. Однако движущей силой остаются люди. Травматолог Иван Воеводин пришел в Алданскую ЦРБ без малого 20 лет назад. Прием в поликлинике совмещает с экстренными дежурствами и работой в стационаре. Ушибы и переломы, застарелые травмы, ожоги, укусы. Ежедневно к Ивану Викторовичу обращаются десятки пациентов. Работы хватает в любой период. Профиль травматизма меняется. Летний период склонен к тому, что долгожданная, так скажем, теплая погода сказывается активностью населения во всех сферах деятельности, что детские травмы, что травмы производственного характера, что травмы бытовые. Медсестра травматологического кабинета Ольга Цыганкова отдала медицине 47 лет. С 1985 года она является бессменной медсестрой травматологического кабинета. С увеличением опыта и знаний, говорит Ольга Николаевна, работа легче и проще не становится. Нет, работа не стала легче. Еще труднее. Народу очень много.
Калькулезные холециститы, гастриты и язвы желудка, костные и сосудистые болезни, глубокие тромбозы вен. У хирурга, как и у травматолога, тоже много пациентов каждый день. Нина Ворсина 40 лет являлась оперирующим хирургом. 8 лет назад перевелась на амбулаторный участок. Из стационара в поликлинику перешла и медсестра Ирина Чайченко. Она отработала в отделении травматологии 35 лет. У нас есть ветераны, которые дают фору молодым. Таким примером являются наши врачи стационарных отделений, и поликлиник, и ФАПов, и врачебных амбулаторий. В больницах, поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Алданского района на страже здоровья и благополучия каждого стоят свыше 1100 врачей, фельдшеров и медсестер. Безграничное милосердие и колоссальная самоотверженность – таковы главные профессиональные черты людей, выбравших делом жизни служение медицине. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Мы благодарим всех работников медицинских за их профессиональный труд и, конечно же, спешим поздравить всю республику с этим знаменательным днем. И у нас в гостях Николай Николаевич Васильев, главный врач Якутской республиканской клинической больницы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Примите наши поздравления с наступающим праздником. Вы возглавляете больницу с 1992 года. По вашей инициативе в Якутской городской клинической больнице были созданы достаточно высокотехнологичные отделения. Это кардиореанимационное, пульмонологическое, ревматологический центр и другие отделы. С какими достижениями встречают врачи свой профессиональный праздник? Спасибо за вопрос. Наша больница самая старейшая больница, создана в 1843 году. В 2023 году мы отмечать будем 180-летие. Это первая гражданская больница, когда на 40 коек открыта нашей республике. И вот из этого дня Якутская городская клиническая больница была раньше. А сейчас уже перешли на 3-й уровень высокотехнологической медицинской помощи. Поэтому мы называемся Якутская республиканская клиническая больница. Действительно, под начало периода, когда я возглавлял эту больницу, конечно, были наши корпуса в основном в деревянном зданиях, двухэтажные, одноэтажные, не приспособленные, даже инфекционное отделение было печным отоплением. Поэтому действительно благодаря нашему городской администрации, Министерству здравоохранения и наше правительство постепенно мы начали уже строиться каменные здания. И появились уже 2 таких больших здания пятиэтажные. Это 3-й, 4-й корпус. Мы называем кардиотерапевтические корпуса, где сегодня расположены, как вы говорите, все специализированные отделения. Мы до пандемии существовали на 595 коек. Были в составе это пульмонологическое отделение специализированное, ревматологическое отделение, кардиологическое отделение, терапевтическое отделение и другие отделения инфекционные. И еще мы получили, раньше у нас родильный дом находился тоже в неприспособленном здании, а сейчас мы уже получили очень хороший перинатальный центр. Николай Николаевич, вы затронули тему пандемии, да, и во время пандемии было открыто у вас ковид-отделение. Какова нагрузка сейчас на это отделение и сколько человек сегодня находится у вас? Да, действительно, наша Якутская республиканская клиница прошлого года, начало нулевого пациента, 17 марта, когда поступил больной коронавирусной инфекцией, наша больница уже преобразовалась в ковидный центр. Действительно, мы те отделения, которые существующие как специализированные отделения, мы их не закрывали. Мы приехали другие, нам дали Министерство здравоохранения здание, Национальный центр медицины по Покровскому тракту. Поэтому мы немножко сократили койки, и поэтому все отделения, специализированные отделения на настоящее время работают. Ковидное отделение у нас образовались 3-й, 4-й и 5-й корпус. И у нас сегодняшний день, согласно приказу Министерства здравоохранения, мы разберены 480 кабинных коек. И еще у нас имеется общежитие Северо-Восточного федерального университета, где мы по Губину открыли 200 коечных мест, как мы называем провизорное отделение, где поступают больные легкой и средней степени тяжести.
Мгм. Вот ежегодно помощь, стационарное лечение получает около 20 тысяч жителей Якутска и республики. В акушерских стационарах успешно внедрены новые технологии родовспоможения по программе «Мать и дитя». Также идет рост родов. Программа родовых сертификатов. Благодаря внедрению этих сертификатов улучшилось ли оснащение акушерских отделений? Ну, мы действительно по родовым сертификатам получаем деньги со страхования. И каждая роженица, они этим сертификатом поступают. Но это для стимулирования наших медицинских работников, во-первых, по заработной плате, добавка. И второе, это приобретение оборудования для наших акушерско-гинекологических стационаров. Но, конечно, все сегодняшний день вот открытием пренатального центра мы соответствуем по ГОСТу, который всем требованиям, которые должны работать пренатальный центр. Поэтому сегодняшний день у нас год рожает больше 6 тысяч женщин, поэтому у нас как республиканского уровня, потому что у нас поступают и женщины с осложнениями родов из УЛУСа, вот в пределах где-то 30% мы тоже УЛУС принимаем. Но в основном вот проект «Мать и дитя», который у нас существует, конечно, мы сегодняшний день имеем от Всемирной организации здравоохранения, имеем статус больница доброжелательным детям. Это завоевать очень трудно. Мы все инстанции Всемирной организации здравоохранения прошли, и это как лицензирование, требования, которые они, нам приходили эксперты зарубежные, и действительно мы уже второй год подтвердили это звание. Спасибо. Замечательно. Это такие показатели, хорошая статистика. Спасибо большое вам за ваш труд. Николай Николаевич, у вас есть возможность сейчас обратиться ко всем медицинским работникам республики и поздравить их с этим профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, наши уважаемые, дорогие наши ветераны, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Действительно, самое трудное время, вот как пандемия коронавируса инфекции COVID-19, мы работаем в таком режиме, как военное время. Все врачи, медсестры, санитарочки, технические работники сегодняшний день они выполняют свои функциональные обязанности, работают в красной зоне, они не взирая свои свободное время или отходя от своих семей, родных. И поэтому я очень глубоко признателен всем медицинским работникам. Действительно, мы показали себя, свою сплоченность. И в связи с наступающим праздником я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и терпения. Спасибо большое вам, также Николай Николаевич. Презентация видеоальбома народного фольклорного ансамбля «Потеха» должна была состояться гораздо раньше, но пандемия и ограничения сыграли свою роль. Презентация состоялась, и приглашенные оценили певучесть голосов алёкминчан. Давайте посмотрим, как это все происходило в следующем сюжете из Алёкминска. Традиционные звуки хамуса. Клуб «Кепседогор» при Центральной библиотеке имени Льва Габышева встречает дорогих гостей. Сегодня повод особенной презентации видеоальбома народного фольклорного ансамбля «Потеха». В альбом вошли произведения, которые мы исполняем с народным фольклорным ансамблем «Потеха», с ансамблем «Потешки» именно в Спасском соборе. Это песни, которые мы исполняем на Рождество, на Троицу, на Пасху. То есть это те произведения, которые звучат именно в соборе. Мы готовили, в принципе, конечно, в течение года собирали эти песни. Да? Альбом посвящен 150-летию Спасского собора. И да, юбилей был в прошлом году, но из-за условий пандемии многое поменялось. В альбом вошли 16 лучших песен ансамбля «Потеха» и «Потешек». Как отметил руководитель коллектива, это стало возможным благодаря каждому участнику. Без них, конечно, этот альбом не вышел бы в свет. Вам отдельные аплодисменты, дорогие мои. Отдельное спасибо. Я выражаю большую благодарность своему коллективу, народному фольклорному ансамблю «Потеха», «Потешки», нашему бессменному концертмейстеру Кальянову Борису Валентиновичу, потому что без их участия, конечно, альбом не увидел свет. Алёкминск как город.
и собор имеют удивительную историю, рассказала Татьяна Емельянова. Вообще у нас очень исторический Спасский собор. Он ровесник якутской епархии. Вот ровесник. А наша вообще церковная история, она с 1640 года идет. Поэтому мы вот такой древний город. Мы родились, наш город родился когда? Только через 37 лет родился Петр I. Мы же были. Вот поэтому и мероприятие такое. И радостное мероприятие. И вообще песня «Русское сердце обнимет». Коллектив «Потехи» часто бывает в соборе. И как коллектив, и по зову сердца. Наверное, поэтому звучат песни в их исполнении особенно, от души, в радость. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, и мы предлагаем всем нам дружно переместиться на крышу национальной вещательной компании «Саха». Там уже находится певец Михаил Кычкин, который исполнит для нас песню «This is me» из кинофильма мюзикла «Величайший шоумен». Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no, I love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down. I'm gonna see the flood, gonna drown them out. I am brave, I am proof, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make know about it. This is me. Fight away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades and we should fall the sun. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest birds wanna cut me down, I'm gonna see the flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I'll make know about this. This is me. Cut me down. I'm gonna see the flood, gonna drown them out. This is brave, this is proof, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Marching on, marching, marching on. Угловой диван за 25. У нас акция опять. Еврокнижка за 15 есть. Диваны плюс кресла и мебель дом. Скидки на всю мебель до конца июня. Туймаада тугунатын күндү лохтоохторо.
Туймады хеган чарчитнен Жокуске курат округун жахалтатын культура онна духовна сайдыга управленията ахиеханан айыр күрәхтере биллерде. Айыр күрәхтер толыру балыгыняларын Жокуске курат округун жахалтатын культура онна духовна сайдыга управлениятын сайтыгар үстігіл www.kultura.ru Эбетер Инстаграм серегер ысық туймады кетігінші сүрбелер хэштегінен бұлан ағы қытынсер. Туймады хеғын онлайн тәрәхінлергер көқтөк күттіні ұларғатығар үңірабыд. Ысах внутри каждого. Якутюрье сохраняет традиции. Употребление холодца приносит огромную пользу для здоровья человека. Самое известное вещество, находящееся в холодце, это коллаген. Он прямиком усваивается организмом, чтобы восполнить нехватку собственного белка. Горный мясопродукт предлагает самый свежий, натуральный холодец собственного производства. Горный мясопродукт. Свое, родное, полезное. Надо торопиться, если хотите заселиться. 2- и 3-комнатные квартиры в 16